Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Алла Сагым атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жааматынын өкүлдөрү. Биз бүгүн видеоконференция аркылуу сиздер менен байланышып, биздин сүйүктүү университетинин туулган күнү деп белгилеп жүргөн майрамыбызды бүгүн өзгөчө форматта баарыбыз чогулбасак дагы эшиктин алдында, биздин корообузда, желектердин астында азыр эми видеоконференция аркылуу сиздерге куттуктоо, кайрылуу жасап коелу деп жолугуп жатабыз. Бир өтүнүч, биздин видеоконференция жүрүп жатканына байланыштуу азырынча микрофондорду өчүрүп койсоңуздар болот. Анткени бири-бирибизге тоскоолдук болбош үчүн. Азыр видео мындай байланышка чыккандардын саны бизге азыраак болгону, биз кээ бирөөлөргө өтүнгөнбүз, мындай микрофон иштетип, кээ бир учурларда нагрузка көп болуп кетсе, немелерди видео трансляцияны дагы мындай убагында кошулуп, убагында чыгып турган жакшы болот. Анткени ушундай шартта канчалык видео трансляция көп болсо, ошончо азыраак видео мындай бир аудио байланыштар бир аз тоскоолдук болот экен. Мен ойлойм, сиздер биринчи жолу эмес, бир топ ушул 2 айдын ичинде ушундай платформа, видео платформа, Zoom аркылуу, дагы башка Google Classroom, башка мүмкүнчүлүктөр менен ушул өзүңүздөрдүн мугалимдик милдетиңерди, жетекчилик милдетиңерди аткардыңар. Ушу 2 айдан ашык болуп жатат. Биздин активдүү түрдө ушул санарип технологияларды колдонуп бири-бирибиз менен жолугуп атканыбызга, өзүбүздүн ишибизди жасап атканыбызга. Урматтуу кесиптештер, бүгүн ушул жылы биз өзгөчө шарттарда сиздер менен жолугушуп отурабыз. Университетти күнү деп белгилеп жатканыбызда өзүнчө шартта болуп жатат. Мен айтып кеткендей, 2 айдан ашык биз ушу карантин шартында ишибизди улантып жатабыз. Биздин быйылкы окуу жылыбыз аяктоо мезгилине жетти. Бүтүрүүчү экзамендер, дипломдук коргоо иштери бүт баары онлайн режимде жүрүп жатканына сиздер өзүңүздөр күбөсүздөр. Сиздер баарыңыздар ушул учурда дагы ишиңиздерди алып барып жатасыздар. Бүгүнкү ушул биздин университеттин күнүнө байланыштуу биз ойлогонбуз кандай форматта өткөрөлү деп. Мына сиздерге азыр ушул биздин видеоконференция аркылуу жолугушуп жатабыз. Дорогие коллеги, учитывая довольно активную работу всех наших структурных подразделений, многих наших сотрудников в последний период, особенно в период карантина, мы проводим нашу видеоконференцию также в видеорежиме. И хотелось бы вам напомнить, дорогие друзья, в этот день, который мы отмечаем обычно как День нашего национального университета, о тех достижениях, о тех успехах, которые сопровождали нас в этом учебном году и в этом 2020 году с января месяца также. Вам всем хорошо известно, что мы в марте месяце успешно прошли процедуру аккредитации. Аккредитация проводилась в основном по тем имеющимся у нас программам магистратуры. Это очень важно, то, что наш национальный университет развивает этот второй уровень образования, который имеет очень важное значение для нашего именно университета, который в этот период именно преобразования, усиления процессов интеграции образовательных программ не только реализует программы бакалавриата, совместные двойные дипломы на этом уровне, но и успешно
работает по развитию магистратуры. Этому свидетельствует, как я уже сказал, наше успешное прохождение аккредитации в марте месяце. Мы получили в мае месяце известие о том, что все материалы независимой аккредитации, которые были проведены в Национальном университете, получили подтверждение на коллегии Министерства образования, и аккредитационная миссия, которая была у нас в марте месяце, свои, значит, позиции по Национальному университету полностью подтвердила решением коллегии Министерства образования. Хочу отметить, что у нас есть еще, я думаю, что все вы прекрасно слышали и были не меньше рады, чем все наши коллеги, которые находились в тот период на рабочих местах, о том, что по итогам независимой рейтинговой оценки Европейской торговой и промышленной палаты, рейтинга высших учебных заведений, вузов именно Кыргызской республики, Национальный университет в этом году занял первую позицию с рейтингом 3 оценки А, высшие оценки наиболее высшего уровня по тем аккредитуемым позициям. Мы на первом месте, после нас находятся такие крупные университеты, как университет МАНАС, Американский университет, Кыргызско-Российско-Славянский университет, которые в свое время тоже занимали наиболее высокие места, но мы хотим отметить, что мы вышли из уровня 3Б, БББ, сразу совершили большой скачок и вышли на уровень 3А. Это говорит о том, что за короткий период мы смогли улучшить многие позиции, показатели. Это связано как и с работой учебного плана, так и научные наши совместные проекты, международная деятельность, работа по сотрудничеству с другими крупнейшими вузами зарубежных государств. Хочу отметить, что мы вышли также на программы, еще расширение произошло наших программ двойных дипломов. Это произошло и в связи с тем, что университет Пуатье расширил свои программы обмена студентами и подтвердил успешность наших программ по взаимодействию в области подготовки специалистов не только профиля экономического, но и сейчас мы вышли на обмен студентами и по лингвистике, и планируем, значит, подготовку наших студентов для продолжения обучения в университете Пуатье по программам математики, естественно, научным направлениям. Все в наших руках. В этом году также мы сумели расширить и начать совместный проект по развитию программы PhD с ведущими университетами Китайской Народной Республики. Вообще, если говорить о сотрудничестве с вузами крупными Китайской Народной Республики, то мы здесь должны отметить, что у нас начал активно работать факультет международных отношений в направлении подготовки по международным отношениям совместно с Шанхайским университетом политики и права. Большой интерес у наших партнеров китайских существует по совместной подготовке в области правоведения. И, как я уже отметил, наши партнеры ранее, мы получили очень хорошую новость, что наши партнеры уже практически закрепили своих так называемых параллельно руководителей PhD-программ с китайской стороны, которые они нам предложили, и готовы, значит, подготавливать своих направляемых в Национальный университет исследователей по программе PhD, которые будут получать диплом PhD Кыргызского национального университета, и будет 2 соруководителя со стороны Китайского университета и со стороны
нашего Кыргызского национального университета. Все эти достижения, которые мы видим в последний период, это, конечно, результат того большого труда, который делал наш коллектив Национального университета. И учитывая вот эти моменты, завершение учебного года и наш праздник, День университета, мы попросили руководителей наших структурных подразделений, деканов, других подразделений, отделов и управлений, чтобы они номинировали своих лучших сотрудников на получение грамоты Кыргызского национального университета и благодарности ректора Кыргызского национального университета. Ограничений мы не ставили особых, наоборот, хотели, чтобы вот именно в этот период очень такой, ну, можно сказать, важный для проверки, тестирования возможностей Национального университета в условиях карантина, мы решили поддержать всех номинантов, которых нам представили. И я могу с удовольствием отметить то, что у нас большое количество сотрудников, 120 человек у нас вошли в список награжденных благодарностями ректора Национального университета, и 165 человек, сотрудники факультетов, подразделений Национального университета, награждены почетными грамотами Кыргызского национального университета. На сайте Национального университета будет выставлен приказ о награждениях в связи с 31 мая, Днем университета, Национального университета. Вы все, приглашенные на данную видеоконференцию, удостоились вот этих наград. И мне очень приятно вам сообщить, что в предстоящие поощрения, связанные с премиями, с денежными вознаграждениями, они, несомненно, будут учитывать вот эти результаты поощрений, благодарностей, которые были получены вами за ваш активный труд. Вот. И награды, они, безусловно, приобретут не только форму диплома, там, благодарственных писем, они попадут в ваши личные дела. В отдел кадров, безусловно, занесет каждому, кто был поощрен, запись в личное дело по степени этих поощрений. И, естественно, нас ожидает, я думаю, что более успешные времена в финансовом плане, когда мы, безусловно, начнем подсчитывать не только баллы, очки, результаты и поощрения, но будем думать о том, как поощрить денежные премии наших сотрудников, кто был выделен за свой замечательный труд. Сегодня же я хочу еще выполнить очень приятную миссию, выполняя поручение министра образования и науки Кыргызской Республики. Я хотел бы объявить о вручении почетных грамот Министерства образования и науки следующим нашим сотрудникам. Эти грамоты получены буквально вчера. Я был в министерстве и общался с нашим министром науки и образования по различным вопросам. И мне передали вот эти вот почетные грамоты. Их удостоились наши сотрудники. Это доцент кафедры социологии Асангулова Джайнагуль и доцент кафедры социологии Джисубалиев Абдыкаим Рыспаевич. Я хочу вместе с вами от всей души поздравить наших коллег, удостоившихся почетной грамоты Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а также хотел бы, пользуясь этим замечательным поводом, также обратиться к вам, ко всем, наши уважаемые преподаватели, участники этой видеоконференции. Здесь у меня список на 375 человек, которых, если я начну перечислять, возможно, мы не успеем завершить нашу видеоконференцию вовремя.
хочу лишь сказать, что у нас практически из 35 структур, включающих, значит, вот 21 факультет, наш централизованный колледж, а также и другие структурные подразделения от учебно-инспекционного управления, хозяйственного управления, бухгалтерии, студенческого отдела кадров, юридического отдела и других подразделений. Практически никто не остался в стороне. Из каждого нашего подразделения есть сотрудники, которые получили поощрение в день нашего национального университета. Я хочу сказать, что, конечно, мы могли бы, как многие другие университеты, поступать своим стартовым, там, скажем, стартовой датой начала отсчета вот, самого возраста национального университета считать все-таки не 32-й год, а 25-й год, когда на базе на базе техникума просвещения был создан центральный техникум в 25 году, центральный техникум педагогический, так он назывался в 25 году, и если бы мы придерживались этой даты, мы могли бы отмечать сегодня, в этом году, 95 лет нашему национальному университету. Я почему об этом говорю? Я вот специально интересовался источниками определенными, что мы имеем на своем сайте, что имеется в Википедии о национальном университете. Если мы посмотрим и вы поищете информацию в Википедии о национальном университете, то вы там увидите отчетливо прописанный период, извиняюсь, 1925 год. И этот год для нас тоже, в общем-то, знаменательный. Но хочу вам сказать, что все-таки именно как Кыргызский или Киргизский государственный университет мы отсчитываем дату 1932 год. И в 2022 году я надеюсь на то, что мы все с вами будем отмечать очень важную, крупную, знаменательную дату нашего национального университета, 90 лет ведущему вузу, высшему учебному заведению Кыргызстана, Кыргызскому национальному университету. Уважаемые коллеги, учитывая то, что мы с вами проводим практически круглогодичную работу без перерывов, у нас теперь после завершения итоговых выпускных экзаменов, летней сессии, начинается большая работа по приему студентов. Я хотел бы пожелать всем вам еще более крупных и значительных совместных успехов, пожелать нашему национальному университету, нашему дорогому университету, с которым связана наша судьба, работа, жизнь, общение с вами, со студентами, наш национальный университет, где мы практически проводим, можно сказать, значительную часть нашего времени, суток. И вот этому университету, нашему большому коллективу только хороших новостей, процветания, достижения масштабов, которых достоин Кыргызский национальный университет. Мы надеемся на то, что наш рейтинг будет повышаться. Мы будем делать все для того, чтобы мы гордились нашим национальным университетом. И хочу всем вам пожелать здоровья и успехов, пользуясь вот этим светлым праздником, нашим Днем Национального университета. Я благодарю всех, кто сумел подключиться, и пожелать успехов всем тем, кто был отмечен наградами, а также пожелать всем нам только позитивного настроения в этот сложный период для нашей всей системы образования. Спасибо большое, коллеги. Мы выбрали этот формат общения, но он пока что в одностороннем, ограничимся благодарностями с одной стороны. И я думаю, что мы все сейчас просто похлопаем и поздравим друг друга с этим светлым нашим праздником общим. Спасибо большое.